Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 9 февраля. Это у нас с вами понедельник. Смотреть будем на колоде «Цыганский пасьянс», потому что день у нас с вами обещает быть легким, позитивным, мирным, спокойным, потому что он будет идти под арканом мир, под влиянием этого аркана. Мы с вами складываем 9.02.2026, и в сумме получается 21. Поэтому у нас будет с вами, я так думаю, сейчас посмотрим, что нам карты покажут. Но в целом должен быть очень мирный день. Это день хороших новостей, день, когда очень легко все складывается, все дела, которые мы там планируем, задумываем, все получается удачно и легко, без каких-то сложностей. Это, знаете, как идеально сложенный пазл, да, когда вот уже последнюю детальку ты вставляешь, вот получается такая картинка. Вот это вот по карте мир можно доделать какие-то вопросы, моменты, которые долгое время вы не могли сделать. Вот в день, когда идет влияние этого аркана, можно все закончить, доделать, поставить точку, и все это делается очень легко. Также это у нас еще карта мира, она, скажем так, влияет на весь мир и на какие-то события во всем мире. Поэтому могут происходить какие-то мировые важные события, там, не знаю, где-то на другом континенте, в другой стране, и мы можем об этом, допустим, говорить, обсуждать. Там. Поэтому могут еще, скажем так, на повестке дня будут какие-то мировые новости. Может быть, не обязательно, но как вариант может быть. Ну что, поехали, давайте смотреть, что нам этот позитивный день принесет. Овны, 9 февраля. 9 февраля, понедельник. Как для овнов пройдет этот день? Каким будет понедельник для овнов? Какие события будут? Подарочек, видите, пожалуйста, сразу хорошее событие. Метла. Дерево. Как раз победа. Одно из значений аркана мира — это победа. Победа, успех. Поэтому, я думаю, нас сегодня будут радовать и флаг, и как раз лавровый венок. Вот он, этот венок, я думаю, будет выпадать у некоторых знаков. Чашечка. Рыба. 2 предупреждения тоже есть вот эти. Цепь нельзя. Здесь нет. Нет. Свиток нельзя. И здесь нет. Значит, смотрим, что у вас выпало. Выпало 6 событий. Первое — подарочек можете получить или подарить. Дальше приглашение. Тоже можете получить. Кто-то вас куда-то позовет. Гости. Приглашение, гости. Победа в работе, в делах, в учебе, в социальной жизни, на какие-то победы будут у вас. И 2 предупреждения. Может быть небольшая ссора, выяснение отношений, споры с кем-то могут быть, метла. И скользкое дело, рыба, это когда кто-то пытается втянуть у нас какие-то неприятные истории, какие-то схемы. Поэтому по рыбе, конечно, нужно быть осторожными. Но иногда рыба проигрывается своим прямым значением. Допустим, в этот день мы кушаем какую-то вкусную рыбу очень. Да, вот тем более выпали гости, приглашение гостя. Может быть, это просто либо там иногда вот мне писали там: ой, я сегодня ходил на рыбалку, да, рыба проигралась как рыбалка. Или там, например, поход куда-нибудь, не знаю, не знаю, на рыбок посмотреть, да, в аквариуме. Поэтому тут вот может по-разному проигрываться. То есть иногда события проигрываются по-другому. Допустим, книга, да, вот не казенный дом, а может быть, там, не знаю, вы читали книгу, купили книгу, обсуждали какую-то интересную книгу. Поэтому тоже имейте это в виду, что вот события иногда проигрываются. И, например, дерево может показывать не приглашение, а прогулку там в парке, в лесу, где-то поездка, да, в какой-то там место такое природное, красивое, какой-нибудь заповедник, например. Так что имейте это в виду.
В общем, в принципе, у вас, если вы избежите ссоры и если рыба проиграется с позитивным значением, то будет очень даже хороший день. Благодарю за внимание, Овны. Переходим. Кому мы переходим? К Тельцам. Так, Тельцы. 9 февраля, Тельцы, события дня. Месяц, первое событие. Ой, расческа выпала. Подсвечник. Яблоко. Победа. Вот я только Овнам говорила, что сегодня, наверное, победа и успех могут частенько выпадать. Роза еще есть. Так. Ну, горизонталь, вертикаль я не вижу совпадений. Значит, 5 событий. Первое, месяц показывает, что будет в этот день какое-то событие, которое имеет цикличность и повторяется. Там каждый месяц 9 числа что-то вы делаете. Дальше, предупреждение, неприятность может быть в этот день. Надежда, не теряйте надежды. Победа, может быть надежда на победу, успех в делах. Приятная встреча, свидание, слезы. Ну, слезы могут быть и радости, да, например, слезы радости от победы. Либо какие-то эмоции, сильные эмоции. Поэтому, так как рядом выпали хорошие события, я больше предполагаю, что это будут слезы радости. Хотя у нас есть с вами неприятности, можно было бы, да, предположить, что может быть там неприятности, какие-то переживания негативные. Может быть, ну тоже, конечно, может быть. Но будем надеяться, что это будут слезы радости. А эта неприятность, ну, тоже, опять же, надеяться, что вы как-то обойдете ее стороной в этот день. Может быть, опять же, рядом выпал месяц, может показывать, что это какая-то неприятность, которая, ну, там, периодически с вами иногда случается. Может так еще быть. В общем, к сожалению, одно событие негативно есть, но опять же, когда у нас идет влияние аркана мир, это означает, что все плохое заканчивается для нас хорошо. То есть все равно все разрешается. Там все проблемы разрешаются, болезни проходят там, и так далее. Поэтому даже негативные события должны для вас закончиться позитивным каким-то результатом. Благодарю за внимание, Тельцы. И переходим мы к Близнецам. 9 февраля. Близнецы, события дня. Первое событие сразу у вас выпадает в понедельник. Книга. Казенный дом. Ключ. Хорошо. Конфликт. Не очень хорошо. 2 меча. Ну, так как рядом ключ, возможно, как раз все в ваших руках. Видите, как выпадает? Все в ваших руках. От вас будет зависеть, будет этот конфликт или нет.
конверт, весы, будильник, подкова, свиток, так, значит, замочек нельзя, смотрим периметр. Периметр не вижу совпадений. У вас 8 событий. Первое — посещение госучреждения в этот день, книга. Дальше ключ показывает, что все будет в ваших руках. У вас есть ключик от всех дверей, поэтому, в принципе, любые двери для вас открыты. Дальше получение будет в конверт. Удача будет у вас в кармане. Деловая встреча. Сложный выбор в этот день. Может быть спор и конфликт с кем-то. И будильник часто показывает, что у нас этот день прям расписан по минутам, по часам. Там, допустим, много встреч, много каких-то там событий. И часто именно если выпадает будильник, то там что-то может смещаться, переноситься. Вы должны понимать, что со временем этот день будет сложно. А вот сложно поймать это время, чтобы все было точно. И, может быть, давайте себе какие-то запасики, да, чтобы там не было впритык. Там одна встреча после другой, там, или хотя бы хоть какой-то люфт, чтобы был. Тогда не будет нервов, связанных с этим временем. Может быть, даже и конфликтовать будете. Да, вот конфликт будет связан с темой часов. Так что, близнецы, вот такая информация для вас. У вас очень классный день, потому что выпал свиток, выпал ключ, удача выпала. День благоприятный. Единственное, надо постараться избежать конфликта и правильно распределить время. Благодарю за внимание и переходим к ракам. Поехали. Сейчас я складываю так, чтобы события не повторялись. А то мне пишут, вы плохо мешаете. Я так складываю, чтобы они у меня были, вот эти события, которые до этого были, в разных местах оказывались в колоде. 9 февраля, понедельник, раки, события дня. Покажите мне, как этот день пройдет для раков. Корабль. Сердце. Ожидание, друг. Месяц. Не сказала вам, мешочек здесь нельзя было соединять. Тут же, видите, уже вот этот корабль мы соединили. Конверт. Возможно, какое-то ежемесячное получение. О, вот он, лавровый веночек, я его ждала. У нас как раз, видите, венок на карте мир. Венок, который обещает успех. И вот он, пожалуйста, вам выпал в раскладе. Поэтому вас точно ждет успех в делах в понедельник. Ножницы. Нельзя. Еще и удача. Чемодан. Так, и давайте пробежимся, посмотрим, значит. Сундучок нельзя соединить. Получается, у вас 7 событий в понедельник. Первое событие, корабль, говорит о том, что вы будете кого-то ждать, карта ожидания. Дальше общение с друзьями, встреча, переписка, может быть, получение документа, получение информации, может быть, событие, которое имеет цикличность и повторяется чаще всего каждый месяц.
успех в работе, в делах, удача у вас в кармане в этот день и временная разлука, расставание. Но опять же, если вы кого-то ждете в этот день, возможно, вы встретитесь и снова, да, вот на какое-то время расстанетесь. Может так проиграется. Иногда еще показывает не разлуку, а наоборот встречу. Если вы долго были в разлуке, ну кто-то куда-то уезжал, например, то чемодан еще может показывать встречу после разлуки. В общем, в принципе, у вас все события хорошие. Я здесь, ну, из такого не очень приятного ожидания долгое. Если корабль выпадает, это прям мы долго можем ждать, там несколько даже часов, может быть, такое. Ну, вот единственное, что не очень приятно. Но опять же, если, да, вот знаешь, чем себя занять, то время пролетает быстро. Благодарю за внимание, раки. И перехожу я ко львам. Так, значит, сейчас, подождите, собираем так, чтобы они у меня не повторялись. Так, все, поехали левушек смотреть. 9 февраля. Февраля, события дня, львы. Так, слезы, яблоко. Ну, тут два варианта. Смотрите, есть свиток и есть ножницы. Свиток — это деловая встреча, ножницы — решение вопроса. Я свиток увидела первым, поэтому фиксирую его. Ключ. Череп нельзя соединить. Удача. Вот скажите, да? Карта «Мир» — это как раз та карта, которая нам с собой приносит удачу. Удачу, успех. Да, вот часто вот успех выпадает, удача, ключ. Это как раз основные ее значения. И она выпадает практически, вот эти события выпадают практически каждому знаку. И вы скажете, вы плохо мешаете. Нет, я специально, когда собираю карты, складываю их в разные места. Да, вот беру вот эти парные. И все равно они выпадают, потому что так, да, так должно быть. Поэтому они выпадают, а не потому, что я плохо мешаю. Так, сейчас пробежимся, посмотрим, есть ли у нас с вами горизонталь, вертикаль. Нет, я не вижу ни горизонталь, ни вертикаль, не вижу совпадений. У вас 4 события, получается. В понедельник первое событие — слезы. Но, смотрите, не выпало негативных событий, да, ни одного. Поэтому, скорее всего, это будут слезы радости. Тем более повод есть. У вас выпадает ключ, а ключ часто это решение каких-то очень сложных задач, знаете, таких задач со звездочкой. Поэтому здесь вот по ключу вы можете решить какую-то такую задачку в этот день, и это будут слезы радости. Также выпадает удача. Возможно, удача сыграет не последнюю роль в решении, да, и в открытии этих дверей. И также вот выпадает деловая встреча. Какая-то важная встреча у вас будет. И видите, она пройдет удачно, и для вас решится вопрос. Так что очень хороший день, левушки. Вы не исключение. Так что такая информация. Благодарю за внимание и переходим дальше к девам. Так, все сложили. Теперь смотрим, что у нас у дев. 9 февраля. 9 февраля, понедельник. События дня.
Угу. Сразу же 2 сердца. Девы. Будильник. Угу. Чашка чая. Ну, как-то вас тут не сильно прям балуют событиями. Событий немного. Яблоко нельзя. Смотрим. Нет, нет, нет. Ага, есть нерешенный вопрос. Так, ага, ну вот вы пока единственный знак, кому выпал нерешенный вопрос в этот день, хотя в этот день вопросы, по идее, должны решаться. Так, здесь нет. Значит, смотрите, 5 событий для вас. Точно все хорошо будет в любви, в личной жизни, потому что выпали 2 сердца и говорят, что в любви будет все романтично и прекрасно. Гости выпали. Пойдете в гости, либо будете принимать гостей. Будильник. Ну, будильник как раз предупреждает и говорит о том, что со временем будут какие-то сложности в этот день. Допустим, может что-то затягиваться, откладываться, переноситься, поэтому там время может сдвигаться, и вот вы должны быть к этому готовы. И видите, еще одно предупреждение, карта показывает, что будет нерешенный вопрос какой-то, и очень сильное разочарование. Вот, видимо, вы в понедельник рассчитывали на решение какого-то вопроса. Но карты говорят, что не время. Время еще не пришло в вашем случае. Хотя карта Мир чаще всего говорит о завершении как раз, да, вот этих всех моментов. И вот если мы посмотрим, где у нас ножницы, смотрите, одна карта всего лишь, да, если бы вот эти карты поменялись местами, то было бы решение вопроса в этот день. То есть вы очень близко к решению этого вопроса. Ну вот, может вторник это будет, среда, очень близко. Вот что-то как будто бы помешает. Вот эта одна карта, она всегда показывает помеху. Да, вот будет какая-то помеха, и вопрос не решится, и вас, видно, это сильно расстроит. Ну, расстраиваться не надо. Все решится в свое время. Когда время придет, все решится. Так что, девы, такая информация для вас. Ну, у вас тут везет в любви, но не очень везет в делах в этот день, к сожалению. Благодарю за внимание. Переходим к весам. Весы. 9 февраля. Понедельник. События дня, весы. Угу. Свиток. Угу. Нерешенный вопрос. Цепь. Причем, может быть, этот вопрос связан со здоровьем. Видите, выпал нерешенный вопрос здоровье, по здоровью. Так, здесь 2 варианта. Конверт и второй вариант шарики. Смотря, что вы первым увидели. Я увидела конверт. Поэтому фиксирую конверт. Угу. 2 меча. Ну, у вас прям такое напряжение. И надежда последняя. Так. Змея еще есть. Нет. Ну, почему-то у вас как-то вот влияние аркана здесь я сильно не вижу. И вопрос у вас не решился, и конфликт, да, выпадает вместо мира. Но опять же, может быть, под влиянием этого аркана
И опять же, так как вы предупреждены, вы сможете эти события немножко как бы смягчить. Значит, что выпало? Выпала деловая встреча в этот день, свиток. Выпал нерешенный вопрос, то есть какой-то вопрос, который не решается. Вот как бы, да, там не хотелось, но не решается он. А ну, ножницы давайте посмотрим. Ой, ножницы далековато друг от друга. Может быть, знаете, как проиграется тут сообщение рядом с ножницами. Может быть, вы получите информацию по поводу этого вопроса. Ну, хотя бы будет какое-то понимание, когда. Получение информации, но не решение самого вопроса. Может быть так. Ну, в общем, здесь нерешенный вопрос. Тема здоровья тоже не очень хорошо. Череп выпал. Может там, не знаю, какие-то проблемы быть по здоровью. Может быть конфликт с кем-то. Змея. Человек, который нападает на меня. Возможно, как раз конфликт с этой змеей. Надежда вас не покидает. Ну, я так понимаю, надежда на решение этого вопроса. И получение конверт. Так что у вас, к сожалению, по сравнению с другими знаками, достаточно такой напряженный день. Ну, и вот только надежда на то, что как бы влияние этого аркана, оно просто смягчит все эти обстоятельства. Ну, к сожалению, видите, ни вопрос не решается, и конфликт этот есть. Ну, для вас как-то так. Благодарю за внимание. И переходим к скорпионам. Скорпионы, 9 февраля. События дня. Скорпионы, понедельник, 9 февраля. Дерево. Корабль. Два меча, конфликт. Якорь. Свиток. Два кольца. Угу. Сундук с деньгами. Яблоко нельзя. О, змея еще есть. Змея, конфликт. Так, нет. Цветочек нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, что повыпадало. Первое событие выпало корабль. И в понедельник у вас может быть долгое, нудное ожидание. И якорь выпал. По якорю тоже мы долго находимся где-то в одном месте. Поэтому, скорее всего, долгое ожидание где-то будет. Деловая встреча выпала. Приглашение. Тайная встреча. Возможно, эта встреча, она будет... Ну, вы, допустим, пойдете и никому не скажете. Но иногда это правильно. Иногда, если ты хочешь, чтобы что-то получилось, надо никому не говорить. И вот когда уже только все произойдет, потом рассказывать. Дальше финансовые поступления могут быть в этот день. Плюсик. И минус, который у вас выпал, это конфликт, выяснение отношений, мечи, и змея. Ну, змея — это когда на нас кто-то нападает. Не знаю, там обзывает, предъявляет претензии, критикует нас. Да, то есть в нашу сторону идет какой-то выпад и абьюз. И, соответственно, ну, у скорпиона же тоже жало есть. Скорпион, да, что-то в ответ будет парировать. И в итоге получится конфликт. Но опять же, карта мир. Карта мир всегда говорит, надо решать все миром. Да, вот надо не обращать внимания на этих змей, да, на их выпады. Просто быть выше, быть умнее этого всего и не обращать внимания. Поэтому, в принципе, этого события вы можете избежать при желании. А все остальное, ну, плюс-минус хорошо. Встреча, приглашение, прибыль. Ну, единственное, тоже не очень приятное ожидание.
А так совсем там каких-то таких уж прям негативных событий не выпало. Ни колодец, ни болезнь не выпала, ни расческа не выпала. Так что слава Богу, что называется. Благодарю за внимание, скорпиончики. Переходим к стрельцам. Так, стрельцы. 9 февраля. События дня, стрельцы. Ну, первое событие — череп. А, тут еще вот была молния, сразу не увидела. Угу. Шарики. Сердце. Машина. Машина по вертикали. Ну, и еще лебедь есть тоже по вертикали. Смотрим, что у вас тут выпало. Значит, первое событие — череп. Предупреждает вас о том, что могут быть вопросы по здоровью в понедельник. Ну, либо если вы уже записались к врачу в этот день, то, в принципе, череп может просто показывать, что вы будете заниматься здоровьем. Дальше какие-то новости, которые вас могут шокировать, могут быть как гром среди ясного неба. И смотрите, рядом нерешенный вопрос. Может быть, вы планировали и думали, что в понедельник все легко и быстро решится, а карты говорят, а тут сюрприз, да? Вопрос не решен, и это как раз может вас и сильно удивить. Ну если мы посмотрим, ножницы у нас где с вами? Одна половинка, ага, и вот вторая. Ну, в принципе, они выпали, получается, по периметру ножницы, да, это отсюда карта. Ну, я думаю, что на этой неделе вопрос решится. Вот этот, который должен был в понедельник решиться и не решился, он решится на неделе. Дальше, значит, что еще у вас выпали? Хорошие события. Это позитивные новости, радостные, общение с друзьями, гармоничные отношения в паре и поездка. Видите, много хороших также событий тоже есть. Ну, предупреждение — это нерешенный вопрос и вопросы здоровья. Такая информация для вас. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим к козерожкам. Козероги. 9 февраля. События дня, козероги. Угу. Будильник, первое событие. Рыба.
сундук с деньгами. Метла. И мешок с деньгами. Проверяем горизонталь, вертикаль. Чемодан еще есть. Так, ну больше не вижу совпадений. Значит, получается, первое предупреждение по времени в этот день, еще и первыми выпали часы. Поэтому вам нужно правильно распределять время в этот день. Возможно, можете даже проспать на работу, там будильник не зазвенит. Дальше, значит, в общем, контролируете время. Дальше, значит, из хорошего выпали финансовые поступления, сундук. Но выпал и мешок с деньгами. То есть тут вроде как будут и поступления, и расходы. А может быть, кому-то повезет, у вас будет два источника дохода. И по сундуку, и по мешочку. Дальше небольшая ссора может быть в этот день. Временная разлука, расставание с кем-то, чемодан. И что мне не нравится, это то, что выпала рыба. Рыба — это всегда махинации, манипуляции, какие-то коррупция, там все вот эти мошенничества. Вот это все идет по рыбе. И оно выпало рядом с деньгами. Прибыль. То есть тут либо такое ощущение, что либо вы получите прибыль за счет каких-то там нечестных историй, либо, как вариант, вы можете потерять деньги по мешочку, это потеря. Опять же, из-за каких-то вот этих историй, связанных с мошенниками. Поэтому тут очень такая тонкая история у вас может быть с деньгами. Будьте очень внимательны, осторожны. И видите, выпадают как бы эти все мошенники и время рядом. Они очень часто давят на время. Быстрее, быстрее, быстрее думай, быстрее принимай решения, быстрее делай. Поэтому если кто-то вас будет подгонять в этот день относительно финансов, то это однозначно вам надо обратить внимание на этот момент. Скорее всего, это мошенники. И тут надо быть поосторожней. В общем, вот такое для вас предупреждение, козерожки. Будьте осторожны. Тем более у нас карта мира, но у нас отвечает за интернет, интернет-сеть. Поэтому это может быть какие-то вот мошенники из интернета, телефонные там и так далее. Благодарю за внимание, козероги. И переходим к водолеям. Сейчас будем смотреть, что у водолеев в понедельник. «9 февраля». События дня водолея. Приглашение, первое событие. Победа. Бабочка. Змея. Тут может быть просто зависть. Зависть к вашей победе. Неприятность, расческа. Есть еще надежда. Так, значит, смотрим, что получается. Получается 6 событий. Первое событие. Приглашение в этот день получите. Дальше второе событие. Победа, успех в делах, в работе. Деловой разговор рядом выпал. Возможно, разговор пройдет очень удачно для вас. Деловой разговор, победа.
Дальше может быть негативное событие, неприятность какая-то в этот день. Но опять же, под влиянием аркана мира очень часто эти все неприятности быстро разрешаются для нас. Да? То есть возникла проблема, мы ее быстро решили. Надежда. Да, вот неприятность, надежда. Надежда на то, что все быстренько разрешится. И змея. Змея, ну тут как вариант, может быть неприятность, это то, что вы как раз столкнетесь с этой змеей. С человеком, который может быть к вам настроен достаточно агрессивно. Но змея также может быть и просто зависть. Зависть со стороны кого-то к этой победе. Так тоже может проиграться. А иногда змея это и просто хороший человек. Ну, к нам, по отношению к нам он ведет себя прилично, хорошо. Но по своей природе, да, вот такой имеет острый язык. Как бритва, знаете, умеет там сказать острое слово. Но по отношению к нам не проявляет, да, эту остроту и этот яд. Допустим, так тоже может быть. Поэтому тут как бы понятно только, когда уже день проходит, ты проверяешь и понимаешь, что была какая-то опасность от этой змеи или нет. В общем, ну, в принципе, можно считать, что день плюс-минус хороший, вот если только эта неприятность как-то быстренько или обойдет вас стороной, или быстро разрешится, тогда все будет супер. Также водолеи. У кого день рождения 9 февраля, я вас поздравляю, и у вас начинается очень-очень крутой год. У вас будет идти год под арканом мир. Это год больших возможностей, это год завершения большого цикла жизненного. Часто это, вы знаете, после этого года начинается как бы новый этап в нашей жизни. Это может быть связано там с переездами, с переходом на новую работу. Мы начинаем там увлекаться вообще каким-то, появляется какое-то новое хобби совершенно. Да, вот у нас, ну, как бы начинается новая жизнь, грубо говоря. И вот карта мир и карта, и потом идет мир, а после мира идет шоу. То есть вот эти 2 года, они как переходные такие, когда старое заканчивается, но новое еще не началось. И мы вот находимся в этом переходном периоде. Но это такой очень благоприятный период, он легкий, в нем нет какого-то негатива, сложности. То есть в эти периоды года всегда даются все очень легко. Поэтому вот у вас такой классный год начинается. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Кому интересно, можете, у меня есть видео, называется «Карта года». Зайти, и там подробненько я там, ну да, побольше, скажем так, рассказываю об этом. Можете там послушать для себя, если вам интересно. Так, а мы переходим к рыбам. Смотрим теперь, что у рыбок у нас будет в понедельник, 9 февраля. Рыбы. Понедельник, 9 февраля, события дня. Покажите мне. Рыбки, поехали. Дерево, первое событие в понедельник. Рыба, второе событие. К сожалению, рыбка выпала. Солнце, супер. Солнце — это очень хорошо. Эх, венок не получился из этой рыбы. Кровать. Чемодан. А, тут еще бабочка есть тоже, видите, бабочка. Деловой разговор. Но мне как-то этот чемодан первый бросился в глаза. Ага, 2 кольца. Тайное свидание, встреча, кровать. Сундук. Месяц. И еще есть лебедь. Точно все хорошо в личной жизни у вас. Значит, сердце нельзя. Сейчас я пробегусь, посмотрю. Не, горизонталь, вертикаль не вижу. Получается, в личной жизни что у вас выпадает здесь?
кровать, интимная связь, верность и тайная встреча, тайное свидание. Поэтому что тут такое интересненькое может быть. Дальше. По деньгам хорошо. Сундук выпал. Это финансовые поступления. Приглашение выпало. Возможно, вас приглашают. Любимый человек может пригласить на свидание. С продолжением. Если у вас отношений нет, это как раз может быть день знакомства, например. И там первая встреча. Дальше временная разлука, расставание с кем-то может быть. И скользкое дело, рыба. Хитрость какая-то. Тоже вот тут как бы не очень хорошо. Хитрость выпадает рядом с кроватью. Поэтому будьте начеку. Рыбка — это всегда какие-то заманчивые предложения, очень заманчивые, но они ведут нас, знаете, как муху в паутину. Да? Мы можем попасться в чьи-то хитро расставленные сети. Поэтому тут надо быть, конечно, осторожными вам в этот день. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.